На этой неделе глава Северной Осетии Сергей Миняйло провел ряд рабочих встреч, на которых обсудили вопросы образования, ЖКХ и сотрудничества правительства республики с Русским географическим обществом. Одним из главных вопросов в рабочем графике руководителя региона стало обсуждение подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. Подробности в материале моей коллеги Марины Караевой. Развитие научной и образовательной сферы в Северной Осетии обсудили глава республики Сергей Миняйло и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в Москве. Сергей Миняйло подчеркнул, развитие высшего образования – одна из приоритетных задач правительства республики. Руководитель региона привел в пример Северо-Остинский государственный университет, который стабильно показывает хорошие результаты. Сегодня в ВУЗе учатся почти 6 тысяч студентов. В структуре университета 25 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, в том числе по 23 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры педагогических профилей. В прошлом году старейшему образовательному центру юга страны исполнилось 100 лет. Празднование юбилея запланировали на 2022 год. В рамках мероприятия подпишут меморандум о включении СОГУ в научно-образовательный консорциум «Вернадский». Проект объединяет ведущие университеты страны, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально ориентированный бизнес. Такой подход повысит роль вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии региона. Еще одной темой на встрече стало участие Северной Осетии в проекте создания инновационной образовательной среды в рамках федерального проекта развития инфраструктуры для научных исследований и подготовка кадров национального проекта «Наука и университеты». По словам Сергея Миняйло, республика уже подготовила проект строительства студенческого кампуса на 4000 мест. Заявку для участия регион подаст в новом году. Федеральный проект подразумевает создание в России к 2030 году сети современных университетских кампусов. На реализацию мероприятий в бюджете страны предусмотрено свыше 36 миллиардов рублей. Остальные средства поступят из региональных бюджетов. Также предполагается бизнес-инвестиция. Глава Миноборнауки страны Валерий Фальков отметил, студенческий кампус должен быть органически вписан в городскую среду и стать точкой притяжения для всех жителей республики. Стороны также обсудили реконструкцию корпусов СОГУ и обновление оборудования для научной деятельности и учебного процесса. Сергей Миняйло встретился в Москве с министром строительства и ЖКХ России Реком Файзуллиным. Стороны обсудили вопросы развития строительного и жилищно-коммунального комплексов республики. Особое внимание планам по обеспечению населения качественной питьевой водой. Сети водоснабжения в республике изношены более чем на 75%. Вопрос остро стоит в Алагирском районе. Там замене подлежат больше 200 километров водопроводных сетей. По словам Сергея Миняйло, нужно провести реконструкцию сетей и построить водозабор ЛАД с водоводом и подключением к сетям поселка Верхний Феогдон. Глава отметила, жилищно-коммунальный комплекс республики нуждается в модернизации. Речь не только о системе водоснабжения, но и об энергетической безопасности. В рамках встреч говорили и о туристическом потенциале региона. Рек Файзуллин отметил, за счет эффективного развития инфраструктуры и благоустройства регион может войти в число лидирующих направлений для путешествий в нашей стране. Правительство Северной Осетии и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали глава республики Сергей Миняйло и первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров. В мероприятии также принял участие советник главы республики, ректор СОГУ Алан Угоев. Сотрудничество будет направлено на изучение географии и смежных наук на территории региона. Кроме того, в перечне задач повышение качества образования в области географии в соответствии с международными стандартами, сохранение природного и культурного наследия республики. Сергей Миняйло предложил воссоздать Кавказскую штаб-квартиру Русского географического общества в Владикавказе и инициировал создание попечительского совета в Северной Осетии. Руководитель республики отметил необходимость формирования у молодежи экологического сознания и культуры, чувства любви и бережного отношения к родному краю, его истории, а также к уникальной природе России. Отметим, отделение географического общества в Северной Осетии существует с марта 1972 года. Глава республики Сергей Миняйло принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании, которое состоится в 2022 году. Встречу в формате ВКС провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что мероприятия, связанные с этой знаменательной датой, должны показать глубокие исторические корни православия в России и способствовать укреплению духовного единства народов страны. Уже проведена большая подготовительная работа, отреставрировано 11 объектов культуры
культурного наследия. Произведены 4 документальных фильма, посвященные этому важному событию. Разработаны паломнические маршруты общей протяженностью более 210 километров. В следующем году планируется провести реставрацию еще 4 объектов культурного наследия. Сергей Меняйло отметил поддержку федерального центра и непосредственно Дмитрия Чернышенко по всем возникающим вопросам. В частности, до конца года планируется ввести в эксплуатацию дорогу Чекала-Мацута-Комарт протяженностью больше 21 километра с подъездом к селению Галиат. Она является частью работ по созданию туристического кластера «Горная Дегория».